Ассанта. Всех приветствую на канал Асса, канал Фреда Асбитанти. Сегодня хочу вас ознакомить с традиционными астинскими танцами, точнее ее, что оно в себе несет, какие знания сакральные. Поведаю вам о своих познаниях, то, что я знаю. Насколько мы знаем, что в рамках какой-либо религии есть свои культовые, обрядовые танцы. У нас это точно так же в рамках нашей культуры, Гатау, а это и есть религия, есть свои культовые танцы. Эти танцы называются такие, как Нартонси или Сим, или Хонга и так далее. Своего рода медитация или транс, или подобно тому, как у мусульман зикр, или как вокруг черного Каба камня, когда совершают туда хадж, там по кругу мусульмане воспроизводят, то есть молитвы и так далее и тому подобное, зикр. И подобно тому, как культ три пирога мы делаем, где отображается вся символика. Астинский язык – это язык символизма, язык сакральный. И то, что мы воспроизводим перед молитвой через произношение, звуки, то есть мы говорим такую фразу «О хуцау» перед молитвой, где «О» – это первичный звук. Вспомните, хотя бы кто в религии не вдавался в Писание сотворения мира, символизме, то хотя бы элементарно все знают, все смотрели документальный фильм «Сотворение мира», когда из одной точки происходит взрыв и сотворяется мир, да, новая звезда Вселенной. Как и в семье, да, создание семьи. То есть пары объединяются, свадьба, брачная ночь, взрыв, типа, и рождается новая звезда, вроде ребенка, да. Мы повторяем, по сути, акт сотворения мира. То есть описание сотворения мира, ну, в естественном форме, оно и в жизни, да. Нам даже Богом давным-давно созданы все ответы, они, по сути-то, рядом. В Писании это лишь подтверждает. Но и вот когда мы перед тем, как совершить культ три пирога, обряд, да, молитвенный, как мы «О хуцау», где, как я сказал, «О» – это первичный звук, от которого возникло все мироздание, звук вибрации. Есть в буддизме, индуизме мантра «Ом Аума». Мы говорим «Омен», «Амин», да, хором, когда молитва происходит, после все этот звук выкрикивает. Также «О» – это символ абсолюта. А потом мы говорим «Хуцау», где в слове «Хуцау» первая буква «Х» – это символ крест или солярный символ. То есть, как мы знаем из Писаний, дух, душа и тело. Сам крест, именно языческий, зодиакальный, он символизирует дух во плоти, то есть где вертикальная линия, когда пересекают горизонтальную, горизонтальная это материя, а дух это вертикальная, то есть эволюция. И вот тот же самый символ символизирует солярный. Это тот же крест, только в движении. По описанию, плюс единственное, то, что если, допустим, Писание нам, типа Библии, других говорит, что дух, душа и тело, а другие источники знаний нам еще говорят, в том числе и наши, нартовские эпос, кадаги говорят
а еще 7 тонких тел души и божественных творений, знания. То есть каждое из лучей, описанное в тибетской книге мертвых, из лучей символизирует первый элемент. Ветер, вода, земля, эфир. Все из любви произошло. От абсолюта. Как из абсолюта возник весь мир. И мы, то есть, что через звуки мы воспроизводим, о хуцау перед началом. Я в том числе хе, то есть хур, хор, хуцау. То есть за материей это дух, более тонкая материя, невидимая нам, дух Творца, а в материи посредством Солнца. Отсюда и название хуцау, зодиакальный крест, солнечный, хур. У всех ариев и нам по мировоззрению, поэтому у них Всевышний на ху начинается. Ху-во, худо, у нас хуцау, хур. Есть слова, я не буду сейчас в них углубляться. Да, хорошо, хуарз, фар, небесная благодать, валар, ар, везде арт или юдуарта, счет. Поняли, да? К чему я это все веду? Это именно для тех, кто хочет понять сакральный смысл, на какой основе наши танцы сакральные, как синт. Теперь вообразили себе, да, о хуцау, тоже отображен, то есть то, что мы через звуки, да, воспроизводим, как о хуцау, то и в культе 3 пирога, когда мы сложим 3 пирога, символ абсолюта с точкой в центре. Точка это Творец, а потом мы после молитвы разрезаем крест-накрест. Теперь внимательно смотрите, теперь как наш танец идет. Как образует все символы мироздания Творца. То есть еще один нюанс, момент. То есть, во-первых, когда человек встает, осетин, в позу, вот стойку, да, как надо в осетинском танце сим, позу принять. Вот смотрите, вот. То есть грудь колесом, лопатки нужно свести, встать прямо вот не то что на носки, а прямо вот на фалангах, да, ну я это так говорю условно, но максимально встать в эту позу, да, должен быть стержень, стойка, поднять голову, то есть подбородок кверху, вот так, вот стойка идет. И все, вот стойка, стержень стоит, ты должен четко встать. Даже когда ты встал в эту позу, все, ты осознаешь, понимаешь, что такое, кто такой, что, вернее сказать, полностью отражена суть вообще нашей культуры, кто такой осетин или воздан. Мы говорим аздан, то есть аз богоподобный, ас. Воздан это есть богоподобный. То есть, когда ты встаешь в эту стойку, у тебя сразу появляется чувство достоинства. И вот это то, что есть у тебя осознанность, национальная, да, во-первых, приходит национальное самосознание, осознанность своего высшего я от Бога. Это понятие есть ас, воздан от Бога, богоподобный. И вот это достоинство ты в себе чувствуешь, да, и в эту позу, когда встаешь, ты чувствуешь гордость за это достоинство. Оно святое, оно неприкосновенное. Это слово «ас» подобно тому, как Иерон, что в переводе священный. Вот Иеристом мы называем священная земля, подобно тому, как Иордания, священная земля.
переводится на астинский язык, это наш этноним. Ирдон, там, где связано с религией, все, да, возникновение христиан, да. Есть гора Хирмун, то есть священный. Вот это, когда человек даже встает в эту позицию, то есть, да, стойку, он к нему приходит это осознание, понимание, достоинство. Ваза, от слова воздан, еще и плюс. Ваза это что такое? Тяжесть. Не в том смысле, что, но это груз ответственности, то бишь. И оно в тебе есть, оно как святое, оно неприкосновенное, оно в тебе. И вот откуда происходит, вот, все, ты его с собой, ты горд, вот, твой стержень, это твоя основа. Это есть Ахдау, это есть, мы переводим Ахдау, то есть огонь твой, как культура. Тот, кто несет культуру, воин света, ас, достоинство, это святое. И вот теперь далее, теперь продолжим дальше. Мы затронули, когда я начал говорить о сотворении мира. Смотрите, какая истина, сакральный смысл в этом заложен. Когда мы говорим о Хуцау, да, и крест-накрест, хех, да, о Хуцау и разрезаем пирог. Точно так же, смотрите, в танцах отображена вся символика, что и в культе три пирога. Вся символика. Вся символика, которая несет и храм, православная церковь, все символы мироздания. То есть, но дело в том, что разницу чувствуете. Где храм из камней, куда вы креститесь, а где вы и есть живой храм, оно в вас внутри святое, вы есть храм. И вот смотрите, всю символику вы на себе отображаете. Вот смотрите, вот идет движение, вот с центра, сразу воображайте историю о том, как шло сотворение мира из абсолюта. То есть в вас, во-первых, есть вечность, то есть вы из вечности, то есть ваш дух вечен. Вот смотрите, вот я сделал, я вам покажу, на какой основе я разработал и свою дизайн-линейку Асса, где из груди, вот наша символика, символ Творца или принципиальное устройство души. И от него исходят три пламени, где вот эта линия, она образует такой традиционный стиль, полуспортивный, полустрогий. Вот это я хочу ввести традиционно, ну, как вот у мусульман есть своя повседневная традиционная, да? Приезжаешь в арабские страны, у них свое. Вот у нас что-то тоже свое, и оно вот должно вот типа нести вот суть, кто такой Аса. Видите, поэтому сердце. И три пламени. И традиционно, естественно, тоже верх должен быть длинным, по крайней мере, закрывать зад. У нас привычка на европейский лад укорачивать, заправлять галстуки, бабочки, ошейники. Это не наша культура, мы не рабы. Какие ошейники, какие галстуки? Вы что? То есть вот на этой основе я и разрабатывал этот стиль. Просто моя цель еще и популяризовать наш стиль. То есть традиционный. Ну, на современный лад. Полуспортивный, свободный, да. И вот смотрите, вот с центра идет движение. Вот смотрите, да, вот как три пирога с центра и возникает мир. Вот так же, вот смотрите, раздвигаются руки. Вот смотрите, вот образуется крест. Плюс еще культ, когда человек, воин, шел на войну, он на одно колено присаживался и водружал свой меч. Меч тоже символизировал как продолжение Бога-Творца, тоже ту же суть. Сам человек образует этот меч, да, по сути, образ. Акина. То есть вот крест. Дальше идет, вот смотрите, от центра идет, потом рука поднимается кверху. Вспомните еще, тоже называются ассаны в йоге, ассаны.
тоже созвучно, да. Во-первых, саластика, да, солярный символ, как говорят, саластика, теперь асса. У нас есть кадака Саваси, который был сотворен Творцом из своего духа, то есть огня. Огонь в культуре ариев – это дух Творца, понимаете? То есть где образ человека, где солярный символ, описанный в тибетской книге мертвых. А все очень просто. Надо, чтобы понять, утвердить одни и те же истины, сравнить, провести сравнительный анализ. Это не просто так, то есть это говорит, что это язык санскрит, который несет знания, то есть сау-асса, поняли, да, принципиальное устройство души, боготворец. Так вот, смотрите, это вы поняли, да, вот идет танец, я забыл, вот йоги тоже делают, асаны называются, они тоже делают медленные движения, такие, встают на носки, вдох, выдох. Короче, вот такие. Здесь то же самое идет. Но чувствуете разницу и понимание, кто такие асы через танец? То есть мы одновременно образуем крест. Это все равно, что это для христиан. Все равно, что вы по сути покрестились. Только разницу чувствуете. Тут вам культура говорит, кто вы такие. Вы сами есть богоподобные. Типа Иисусы, Иешуа, асы. А тут вам культура говорит, кто вы, носители, чего вы являетесь, каких истин. Оно в вас внутри, вы есть, в вас этот вечный дух. Поняли? Дальше идет вот солярный символ, вот тоже солярный символ. Да, вот. И вы что делаете? Вы крутитесь, вы образуете всю эту символику, символизирующую символы мироздания Творца в таком живой форме. То есть это живой язык через посредством культуры. Как язык наш, он живой. Понимаете, какой смысл в нем заложен? Вот чем отличается наша культура, религия Агдау, традиционная, от того, что вы принимаете. Наш Бог, Он здесь, от того-то и нас называют многобожники. Они это преподносят, что это в нас Бога нету, типа, мы не боги, мы типа глиняные там. Отняли у нас эту суть. Поняли, да? Чтобы мы себя чувствовали убожествами, что мы никто, твари там. Все теми, кто мы, лишь бы мы не были теми, кто мы есть, богоподобными. И заставили вас поклоняться созданную им образ Бога через... Поняли? А наша культура нам говорит... Дальше что я хочу сказать, чтобы конкретика была. Вот многие говорят там, Фред, как мы можем быть богами, да, когда, посмотри, это нарты были богами. Как мы можем быть богами, если кто-то курит, пьет, недостойно ведет. Но хочу обратить ваше внимание на то, что в культуре ариев, да, нашей культуре, богоподобный – это прежде всего то понятие, та суть, которая говорит о том, что мы все произошли от одного начала. То есть в каждом из нас есть Дух Творца. То есть это подобно тому, вот как ссылки. Не имеется в виду, что мы Бог, это вот, есть высшие, да, наши творения. То есть то, что нас окружают люди, нас окружает природа. И посредством этого всего божественного зрелища мы чувствуем в этом единстве, одном целом, где вот эти проявления все, да, в том числе, не буду я говорить сейчас, чувство любви, благодарности к тому, что окружает, да, творению Творца, да, назовем так.
Но богоподобный в нашем понимании, в нашей культуре или нарт, или воздан, это прежде всего именно понимание того, что знание о том, обратите внимание, у нас именно не вера для тех, кто не ведает, а кто ведает, он дает веру. Но тем, кто еще не поведал, не знает, у нас знание. То есть мы видим Бога посредством чего? Солнца, света, и в нас этот свет. Мы знаем. То есть посредством природы, посредством самого себя, посредством нашей культуры, в том числе вот этого танца сакрального. Вот то, что я вам рассказал, вот человек на себе чувствует, осознает в себе вот от Бога достоинство высшее Я. И несет, и вот откуда вот это кавказский выкрик асса, достоинство. Оно не писанное, оно не материальное, его никак не запишешь, оно внутри. Это есть от Бога, и мы есть богоподобный. Это никакого отношения к навязанным нам религиям, пришедшим, вообще не имеет. Это истинное понимание творения, знание, а не вера. Нас вечно куда-то хотят, чтобы мы куда-то шли, верили, что-то, куда-то, но не понимали то, кто мы есть. Понимаете, типа мы рабы, там, встают там сразу рамки какие-то, ты должен, ну, в общем. Понимаете? Какой сакральный смысл несут наши танцы? То есть это в живом таком виде, вот считайте, что на себе, то есть в танце, это самообразование, это, то есть подобно тому, как три пирога несет в себе, это целый институт знаний о том, как произошел наш мир. То есть у древних не было документальных фильмов, они не смотрели, но все эти знания происхождения мира, истин, они отображались в культовом, в культе три пирога и везде в танцах. Вот то, что я вам объяснил, да. Вот и есть сотворение. В движениях уже из абсолюта, из ничего возникает. Вот, все. Хуцау. И вот, пошло-поехало. Все символы мироздания. Когда в танце образует круг, это тоже символ абсолюта. И в центр выходит солист, солистка. Это как из одного возникло все, из одного начала. Понимаете? Один, два, дева, Ева. Как говорится, от ребра Адама произошла Ева. Вот в счете Ев, Дува, Ев, два, один, два. От это дух, от одного духа, потом пошло раздвоение, эволюция так пошла, и раздвоение пола пошло. Два, дева, Ева, Евун на астинском языке меняться, то есть, поняли, да? И три, материя, там дух пребывает в материи, в том числе в слове два обратно почитать на астинском авд, семь творений Творца. Арта три, Юду арта, еду арта исконт, нарта, то есть от одного начала мы произошли, одного духа. Есть такая поговорка, пословица из нарских сказаний. Нартар вон жингай равзурданца, ма жингай артхуартунца. Нарты произошли из небесной искры, небесного духа, то есть Творца, от одного начала, единого духа. Кто такие нарты? Это есть нар, народ. Вот это дух, нар, дети солнца, дети одного духа, Творца, одного рода. Нар, род, еще и такой смысл там заложен. То есть русский, астинский язык носители одной культуры ариев, понимаете? Они друг друга раскрывают и дают нам совершенно не похожую интерпретацию о происхождении мира.
которую вы знаете официально, но только ищущий знания в своей культуре может понять, понимаете? И это о многом говорит. Даже в слове «дарай сом хорс», «доброе утро», «ура», «культура», везде свет, солнце. А рай наш там, где мы есть. Дарай сом хорс, дарай он здесь с утра, вот когда посредством солнца, свет, с утра, дазарда байгал, это чувство радости, ну, когда природа пробуждается, красота тебе приносит такое чувство, чувство любви, благодарности к окружающему, да, дазарда байгалзу. Вот где твой дарай, твой рай, дарай сомхорс. Обратно рай почитать яр, ерун, как и ар. Рай это бог солнца или дух Творца. Обратно ар, искать, ерун, халар, когда мы говорим, посвящаем еду покойнику, мы говорим халар. Хала это нить ар, искать. Ну, не в буквальном смысле, вы должны понимать, все это не буквально читается, а понимаете смысл философии, то есть связь тому, ну, то есть связь тем, с кем кому-то эту еду посвящает. Здесь тоже, поскольку культ ариев, главный культ это солнце, то есть дух Творца, связь с Творцом, везде в словах, в этих, как и хорошо, хорз, хуарз, хварна, фарна в священной вести, где аша тоже понятие производное от арта, везде суть о Творце. И это к чему все рассказал, вот к этому и пониманию, что в отличие от других религий, наш Бог, Он и за материей, и в посредством материи. То есть мы Его видим такой, как Он есть. Через Солнце, через природу, через нас самих. Мы часть этого целого мира. И поскольку мы часть этого мира, как ответцы, как асы, возданы, суть аса в том, чтобы вести гармоничный, здоровый образ жизни. Поэтому надо, по сути, сегодня я пытаюсь вести народу, чтобы мы занимались здоровым образом жизни, культурой питания. Вот как делают мусульмане намаз, а мы, допустим, делали бы тренировки, упражнения несколько раз в день сами с собой. Это суть аса, вести здоровый, постоянно. Не вот попастились, обманули себя, а потом сорвались и опять жрать начали. Это неправильно. Если ты правду знаешь, если для тебя это истина, ты должен уже на этот путь стать до конца. Полюбить это главное. Все надо сделать с пониманием, с любовью, с разумом. А не вот обман, самообман. Для кого ты это делаешь? Когда ты понимаешь, что ты в себе несешь, кто ты такой. Понятие ас, да, ваздан, аздан, осетин. То есть это не просто национальность, а это обозначение, что в нас есть дух Творца, то ты уже будешь постоянно такой образ жизни вести. Посмотрите сегодня на общую массу. Большинство мужиков, они свои пузы отпустили. Они думают, повзрослели. Это значит, они потеряли вот это понятие ас. А кто такой ас? Это тот, кто прежде всего ведет гармоничный образ жизни, культурный, это человек культуры. То есть ты понимаешь это в себе, и это твоя вершина, твое стремление. И ты не можешь вести свой образ жизни иначе, если ты понимаешь, кто такой Ваздан, осетин. Ты не можешь, все, какой пост? Посты для, ну, тех, кто... Это самообман. Если ты взял одну дорогу, ты считаешь, что она правильная, значит, если ты видишь в здоровом питании, что это тебе приносит порядок, вот у многих молодежи, наверное, возникает вопрос, а зачем нам это надо, вот грудь вперед, гордость, вот это все. Ну, сравните образ, как в отличие между предками, которых, то, что у вас было,
да, все практически. А у них в таких условиях они могли такое воспроизводить своей головой, такой смысл. Каждый, вот как я сказал, я забыл упомянуть, вот сегодня тоже молодежь, там я им делал замечания в школе, как они как слоны вот шаги делали. Я говорю, вы что творите? Шаг должен быть максимально, ты должен быть натянут, как струна, в тебе должен быть стержень. И ты должен встать не то, что на носки, ты еще должен стараться чуть ли не на фаланге пальцев встать. Вот так. Осанка должна быть, во-первых, колесом лопатки свести, вот. И все, ни одного лишнего движения. И шаги, они максимально, вот как нас учили. Я помню, я на хореографическом отделении был, там у нас национальные танцы были. Я вот сегодня смотрел, у них слоновище, они еще и шатаются. Это о чем говорит? У них нет стержня, у них базы нет, они не осознают, кто они, потому что не знают свою культуру, не знают свою историю, кто такие асы. Типа осетины, национальность, а когда ты им говоришь о культуре, а это типа что-то, дикари какие-то там, предки. Да это вам внушили, у вас отобрали, что для чего? У них-то кто-то отобрал, кто эти знания имеет. Он-то, у них он хоть и не Ахдам называется, но по-другому, но они этими правят всем миром. А у вас отняли, и вы порядка нету, вседозволенность. Нету вот этого понимания национального духа, осознания, понимания ас божественного от Бога. И создали вам шаблон, которому вы поклоняетесь, и вот как роботы эти шаблонные буквы. А когда вам типа по религии о чем-нибудь кто-то скажет, у вас автоматически в образах уже то, что вам вот образы создали, потому что это суть, чтобы у вас своей головы не было, понимаете? Вот что такое наша культура, ас. И каждый, вот когда вы идете от сим, да, это я вам, потому что я сам танцы танцевал, я знаю, мне самому насчет движений. Шаги должны быть максимально, вот как будто бы ты и не шагаешь. Это танец богов, богоподобный. Там какие? А вы ходите слоновыми шагами широкими, еще и шатаетесь. Я представить, что вы максимально на носки встанете, да, вы вообще так не устоите. Это о чем говорит? Слабость. А это все равно, что достичь совершенства. Вот эта стойка. То есть это не всем дано на самом деле. Понимаете, и каждый шаг он должен быть акцентированным. Раз, два, три, раз, ну вообще акцент. И вот идут и вот эти шаги у них вот такие, борцухи такие. Не, каждый шаг должен быть вот четко, вот. Вот, раз, два, и ты... И вот я еще заметил, вот они, парни там постоянно куда-то взгляды смотрели, стержня нету. Я им говорю, вы как идете? Смотрите, поднимите подбородок кверху гордо и смотрите каждый на свою партнершу. И не отводите до самого последнего в свой взгляд. Вот как вы начали танцевать, так и до конца никогда взгляд не отводите от своих девушек. То есть вот так должно идти. Куда вы не смотрели, вы должны наблюдать вот за ней. Вот. Все. Поняли? То есть я заметил, они даже нормально не могут шаги делать. А это должно быть красиво, четко. И практически ты даже не ходишь, а просто носки вот так поднимаешь. Вот. Раз, два, три, раз, два, три. Вот так. Поняли? А зачем ты мне так пишешь? Ты вообще знаешь, ты куда зашел вообще? Вот ты сам из дурки вышел и мне такие слова пишешь. Ты кто такой вообще? Ты уже унизился, и ты уже чушпан. Вот как ты мне пишешь?
Ты сначала куда зашел, имей уважение, я не как свинья зашел и пишешь мне такие вещи. Иди отсюда вообще. Ты вообще о чем говорят, не имеешь представления, поэтому за языком следи. Если не знаешь, о чем речь идет, вообще молчите. Это не ваше, это святое. Вы что тут клоуна нашли? Я вам танцевать буду. Я вам говорю о знаниях, которые в себе наш танец будет. Несет. Ром цыганский, байрай. Всех приветствую, достойных. А вот те, кто на личности переходят, быстро вышли отсюда. Вот когда человек немного человек, не уважающий себя, он вот так и пишет. Вот тоже пишет травку. Вот ты, это твой интерес, ты иди и травку кури, это не твое. Вышли отсюда вообще. Курите там, здесь о культуре мы говорим. Поняли, да? Есть по теме у вас вопросы какие-то? Я думаю... я забыл сказать. Наверное, вот сейчас я вспомнил. Рестлинг из Алагира. Байрайт всем алагирцам от меня большие зардяк. Байрайта. В Алагире у меня как-то вот национальный там музей, директор Фатима Черчесова, и что от меня большие привет. Я там выставлялся, когда-то выставку делал на национальную тему, приезжал к вам, так что от души. Байрайт, Амик. Вот смотрите, что я хотел сказать. У нас часто возникают в группе споры, ну да, Фред, какие мы богоподобные. Они думают, смотрите, в чем ваша проблема. Вот те, кто так говорят, да, можете, как бы, они говорят, вроде мы традиционалисты, да, но когда они говорят, что мы не богоподобные, типа, как это мы можем? Все, они себя выдают, что они по сути свои христиане или мусульмане. Понимаете, они не допускают. У них сразу они уподобляются тем, кто исказил нашу культуру. Ведь что такое богоподобный? Еще раз объясняю. Простым, доходчивым языком в нашей культуре. Я его не развернул до конца. Богоподобный – это типа частица Бога в каждом из нас. Да? Отсюда вы многобожники. Это типа ссылки. Наша культура нам говорит о том, что в нас есть вот этот дух вечный. Вот как Иисус нес другим, он же для многих истина, в нем же находят спасение. Он же нес, что есть Царство Небесное. Неси весть о Царстве Небесном. А у нас вот это понятие, в самоназвании. Мы есть Иисусы, по сути. И смотрите, что происходит. Это я хочу обратиться и к нашим традиционалистам. Я за вас потом начинаю, приходится мне объяснять все по вашему невежеству. Когда вам говорят, вы язычники, многобожники, вы как отвечаете? Я тоже когда-то так отвечал, что нет, мы не многобожники, мы не язычники. Это неправильно. Мы язычники. Что такое язычник? Осетин, как и азычи, это одно и то же. Древнее название Азии, Асия.
Посмотрите, мы говорим на своем языке аздан, аз, осетин, ваздан. В подтверждение этому многие же не догоняют, им обязательно надо разжевывать и то. Есть ответвление зороастризм, езидизм. Буквально езиды, в буквальном переводе богоподобные тоже. То есть это не имеется в виду, что, в общем, во-первых, кто так говорит, вы язычники, многобожники, типа это неправильно, иди еще спроси, с чего он так взял. И кто этот миф пустил. И кто его взял и тоже разносит по своему невежеству автоматически. Это есть шизофреники. Когда человек хочет что-то познать, он должен думать своей головой для себя, чтобы понять, что, откуда, что. Если нет конкретики, нет, еще раз повторяю, нет ближе к человеку, между Богом и человеком, то есть никто не ближе к Богу, чем вы сами, Богом давным, и оно в вас. И кто вам должен встать, и вы с чувством, у вас же возникает комплекс неполну, то есть статусный человек, богослов, да, как с ним же вот так не подиспутируешь. Я вас уверяю, если вы не потеряете это, то есть вы должны правильно ставить вопросы. Если человек не может вам конкретно ответить на многие вопросы, как мне не отвечали и не ответят, а это типа Бог знает. Все, это шизофреник. Это массовая шизофрения. Никогда ничего не принимайте, когда вы четко, ясно. Не надо слепо что-то делать. Это вводит человека в заблуждение. Так вас можно зомбировать, так вас можно внушить вам. И вы будете как зомби. Вот у нас, представляете, 15 тысяч семей евангелистов. И они традиционалистов считают греховными, грешниками. И что мы не попадем в рай? Представляете, они нам расстановки делают. Представляете, только когда они слышат язычник, мы осетины не язычники. То есть, когда они так говорят, когда они это слышат, все, автоматически они нам определение дают. Поняли, откуда это идет? Откуда эта шизофрения? Откуда идет? С кого нам спросить? Это вирус, который пустили, этот вирус поработил многие души. Представляете, эти люди опасные на самом деле. Представляете, что они о нас думают, как они измеряют. Типа я сказал, и по этой слову нам уже дают определение, да. Себе такое представь, 15 тысяч семей. Тогда как? Когда они говорят, мы осетины, не язычники, это я всем хочу сказать, те, кто говорят, мы не язычники. Осетин это есть аздан, воздан, язычник. Как ты не язычник, если ты осетин? Осетин это кто? Ирон. Ирон это кто? Арий. Ирон Аллон. Там суть одна. Синоним. Богоподобный. Как ты не... Но это и доказывает, что у них отняли эту суть. А тот, кто говорит истину, что мы из себя представляем, то есть они дискредитируют. Вот тот, кто откуда это идет, это дискредитация в корне нашей культуры, подмена. А с кого спросить? Это с каких пор это все идет? Представляете? И такие вещи нужно знать. И в отличие, если у нас нет по их предубеждениям для нас рая, хотя кто определяет, наш рай он здесь. Наш рай и ад, он, в отличие от других, он и там, и здесь он не имеет границ. Это состояние души, то, что ты с собой здесь, вот как ты чувствуешь твое состояние души, с тем чувством, состоянием души ты и будешь после смерти, и с собой понесешь. Если ты такой тупо относишься к другим людям, типа традиционалистов, что они такие плохие, да,
а ты такой истинный, то в какой тебе рай доступ, если у тебя в сердце ты ненависть к не то, что к нам, а это твоя культура. И ты, ну, типа, они неправильные, да? На какой основе? Кто дает эти определения? Я вас уверяю, пускай рядом со мной любой встанет из любой конфессии, религии. Никто мне ничего не обоснует. Где Бог? Никто мне пальцем не покажет и не покажет вообще. Никто не может определить. Никто не может сказать расстояние от человека до Бога. Покажите. Человек это от себя воспроизводит через слово. Вы ищете его вне себя, а он вот вы от себя, от вас исходит. Вы есть богоподобный. Аздан, Ваздан, Аситин. Вот в чем истина. И вот смотрите, что происходит. Я немного паузу возьму. И вот смотрите, дальше я продолжу, немного затормозил, в напряжении немного. К вопросу о том, что многие традиционалисты говорят, мы не, ну, в оправдание. Вот когда им какой-то религиозный фанатик говорит, вы язычники, ну, типа, ты кто? Вы язычники, идолопоклонники, многобожники. Как наши традиционалисты большинство отвечают, нет, мы не язычники, мы не многобожники. И вы делаете очень грубую ошибку и оправдываете, у нас 4 юнака чем хуцал. То есть, по сути, вы и есть, ну, вы, то бишь не христианин, но по сути вы христианин. Вы себя выдаете этим ответом, что вы разницы никакой. Знаете почему? Потому что не понимаете наше мировоззрение, оно отличительное. Это факт, что произошла подмена. С чего я начал? У вас убрали это понятие «ас». А что я вам говорил, у нас это обозначает, то есть «ас» понятие. Просто ссылка, богоподобный, ссылка, понимание в том, что мы в самом начале своем произошли одного начала, и в каждом из нас есть этот дух начала. Там суть не в том, что нравственности там. Еще раз, когда я говорю, мы богоподобные, мне многие как отвечают? Фред, как мы богоподобны, если мы там люди курят, пьют, типа нравственности нету. Но если мы берем начало сотворения мира, то есть та культура, которая нам знание говорит о едином начале, духе, то там о какой нравственности, вот нравственность, достоинство, это все потом в рамках вот общества, оно как-то формировалось. Но опять-таки, понимаете, искажение. В самом начале это просто вот в описаниях других источниках сотворения мира, о бывших расах, цивилизациях, во-первых, самые начальные расы, они не имели, они нематериальные были, поэтому останков не находят подтверждения, потому что они были нематериальны. Понимаете, в чем дело? И даже когда раздвоение пола пошло в эволюции, один, два, дева, ева, даже в слове Адам, пастинский Адам, люди обратно почитать Мада. Мада, мы говорим, мать, земля, материя, а Адам в Библии это из рая, то есть дух в материи, как дух приобрел материальную форму. Вот такой смысл в слове Адам, только расшифровывается он на астинском языке. И Адам это не первый человек, он после других рас и цивилизаций был. До него были очень много рас и цивилизаций.
Но они взяли и исказили всю историю, не учитываются другие расы, то есть типа лемурийцев, атлантов, гипербореев и других рас. Вообще насчитывается очень много. Ну, не буду утверждать, но по гипотезам там 73 раз, не считая там инопланетных каких-то свидетельств. В общем, не суть, но к чему я это говорю? Даже Дева вот в своем, вот когда пошло раздвоение, оно не было в нашем представлении, вот как в брошюрах описывается девушка, да, образ девушки современной, вот женственной. Это были вообще какие-то существа страшные, не факт, что вот как чужой фильм, такие, не факт, понимаете, не факт. Вот изображают же полуживотных, полулюдей там. Кого только в этом мире в эволюции не было до нас. Понимаете, это же не официально не говорят, зато останки находят. Вот на официальном уровне же подняли, вот не подняли, а заявили, что нашли останки инопланетянки, две в Перу, в Наско. Посмотрите, кто не смотрел. И много, например, Паракас наберите, племя Паракас, посмотрите на их черепа. Сарматы долгое время деформировали черепа. И не факт, что это статус и от жречества идет. И от, может, бывших рас, скорее всего, наследие. То есть мы, вот есть сармата, сарта, отсюда и рыцарь, царь, сармат, царь, цари. Вот откуда царь идет. Понимаете? Но нам же этого не скажут. Почему? Потому что они хотят, чтобы мы знали, кто мы такие. Поэтому в тайну нас вводят, искажают, из контекста вырывают везде. Что в культуре преподносят, что и типа арии, это кочевники Аланы или другие земледельцы, другие. Они и те, и те. Но они прежде всего носители своей культуры, мировоззрения. Вот кто они такие. Это говорит о том, что и они, и кочевники были ариями. Все, общественно-родовой строй по Нартиаде. Алагата посвященный, Асатах, Сартаката, Бората. И войны уходили на Балц. Но это не значит, что они бескультурные были, еще чего-то. Нет, за границей Родины, если я выйду, я буду нести свою культуру прежде всего. И по мне будут измерять весь мой народ, что он из себя представляет. Но я же прежде всего арий, кем бы я ни был где-то за границей, кем бы я ни работал, я прежде всего носитель своей культуры. Так и тогда. И не надо нам ни один Геродот, ни один ученый не знает так, как мы, кто мы такие. Ибо они искажают, с контекста вырывают и под сомнение вводят людей в заблуждение. Не слушайте. Кроме вас самих никто не познает, кто вы сами такие, кто наш народ, наша история. Почему говорят, Ватикан многое Балан знает? А зачем вам то, что они пишут? Вы лучше свою культуру изучите. Поэтому-то они нам не говорят, кто мы такие. Потому что они нам подменивали нашу культуру в корне. Типа папы римские, крестовые походы. Кто вам скажет, кто такие аланы были? Они нашу цивилизацию, кто разрушил? Масса, волна за волной, то арабы, то тюрки, еще какие-то племена. Массовая шизофрения, вот наша культура, была своя пирамида. Вот на долларовой купюре же есть пирамида, глаз, есть внизу новый мировой порядок. Вот тогда то же самое было. И волна за волной нам эту пирамиду, верхушку разрушили. И все, война за войной, потом еще Вов. А Вов тебе кто сказал, что здесь именно по факту, почему здесь верхушка, всеми ирановедами. Иран был большой, и он не Иран назывался, а Ария, древнее его название Ария.
или Иристу, Нарта еще более древние. Здесь находят более древние находки, чем в Иране. Поэтому, судя по тому, что осетины носители жреческого сословия алагатов на белом, вот, то есть на флаге нашем это белая полоса. Алагат, посвященный носители знаний сакрального языка, о мироздании. Вот то, о чем я вам сейчас рассказываю. Понимаете? То есть дальше продолжу. Ну, наверное, может, даже запутал немного вопросы. Хотя одно от другого не... Вот смотрите, то есть поняли, да, понятие богоподобное – это просто ссылка, знание о том, что в каждом, знание о том, что мы от одного единого начала, и в каждом из нас есть это начало, это Дух Творца. Вот и все. Здесь не говорится о нравственности, о чем. Надо смотреть вглубь начала. Понимаете? А в эволюции чего только не было. И потом уже, да, как нравственность, все, что входит в достоинство вечно духовной ценности человека, как справедливость, честность, взаимоуважение, ну, и так далее, и тому сострадание, все эти истины, справедливость, то есть все это входит потом уже. Но если я имею в виду те, кто не обладают этими качествами, это не отменяет, что они богоподобны. К ним должно это прийти, но это есть в культуре, и оно должно быть, как вам сказать, это основа народа, культуры. Если кто-то пьет, курит, слабые люди, то это не значит, что нет в этом народе тех, кто это понимает. И оно есть. И все должны под него подстраиваться, хочешь не хочешь. Ибо народ потерян, утерян, вседозволенность, а вседозволенность порождает хаос. А хаос – это разрушение, ассимиляция, оккупация и так далее, бесплодие и все. Вот то, что сейчас мы видим. И вот именно через осознание вот этого понимания, что дает нам вот этот танец наш, да, вот все отображено в этой стойке, в этом танце, вся наша культура. Что через три пирога, что через произношение слов, что через язык символизма, да, что через живой танец, где вот в живом виде у вас и крест образуется, солярный символ, какой храм. Вот истинное, вот почему мы говорим, что наша, хоть мы ее не называем религия, Ахдау, но это есть связь с Творцом, с окружающим миром, с природой. Но это более истинное. Понимаете, где, сравните, где истина, где вам говорят идти куда-то и туда, что-то делать, поклоняться какому-то одному образу. Да? Когда вы говорите, вот, Фред, какие мы богоподобные, у вас сразу в образе, большинство из вас встает образ кого? Кого вам создали, нарисовали через брошюры, да, типа Иисуса. Какой он? Никто же его образа не видел. А все, что за пределами этого всего, вы воспринимаете автоматически, что это бред человеческий. Понимаете, как на подсознании вот эти все слова, типа, как они влияют, образы. И, конечно, когда такой, как я вам говорю, вы уже не воспринимаете, то вы думаете, измеряете уже по идеалу, созданную кем-то и вами самим, вы его дорисовываете, идеализируете, понимаете?
Но мир не идеален, нету идеала. Идеала вообще нету. Понимаете, в чем дело? Если, еще раз повторяю, если вы не понимаете, о чем речь, за языком следите вашим грязным. Ваш грязный язык выдает, что вы вот как пишете, черти, гуси, вот вы есть, вот ты есть гусь, зашедший сюда. Кто ты такой? Выйди вообще отсюда. Ты вообще не прикасайтесь к этому святой теме вообще. Аланы вслух не произносите аси, если не знаете, что такое. Аси – это все равно, что сказать для многих Иисус – это святое, осетин. Поняли? И никто его пусть не смеет вслух произносить. И прежде чем вы его произносите, вы себе задайте вопрос, а вы кто такой? Если вы приняли, допустим, другие религии, для вас идолы – это вот тех, кому вы поклоняетесь. Поэтому за языком следите вообще. Не имеете отношения к этой культуре, пониманию, выйдите отсюда. Обезьяны. Имейте уважение тому, кому достоин заходите. Вы заходите ко мне в дом и у меня в гостях, и свои ноги у меня на столе не ставьте. Вы же не, или вы свиньи, или кто вы. Я же себе не позволяю такого. И еще мне какие-то эти фразы из религии, вы... Какие религиозные эти, вы себя вести не можете. Поняли, да? Но как так сказать, что вот это понятие стержня внутреннего аса, осознания своего высшего от Бога, оно есть, и оно у каждого есть. Если кто-то себя ведет неправильно, то не надо обобщать, говорить, что мы не богоподобные. Оно есть, оно должно быть осознанно, что оно есть. А дальше выбор за вами. Но оно в народе не должно обесцениться. Что и делается сегодня? Дискредитироваться. Дискредитировалось. Не может осетин, который танцует вот эти сакральные, то есть являясь осетином, асом, он не может после этих танцев сакральных, он выйти с танцевального зала и на корточки сесть и курить начать. Не может. Потому что он себя уже в танцах, это самообман, это издевательство. Или ты ас, или ты никто. И это неправильно. Сегодня, к сожалению, вот это и происходит. Показуха. Гордимся за свои танцы. Это плохая гордость. Оно должно применимо в образе жизни человека. Если мы их танцуем вот в танце, вот этой гордой, то мы и в обществе должны ходить вот так. Девушки должны с осанкой вот так ходить. Красиво. Девушки, если девушки будут богинями, то и мужики становятся богоподобными. Понимаете? Найти вторую половину и объединиться – это постичь Бога. Там, где есть любовь, искра, это дается свыше от Бога, чтобы люди объединились и постигли Бога, объединившись, и у них рождается новая вселенная. Если кто-то какой-то, два ученые нам хотят дураков из нас сделать, типа в коллайдере они ищут бозон Хиггса, столкнув две частицы, чтобы увидеть. Тогда как они сами глазами Бога видят, устами Бога говорят. Они и есть эти бозон Хиггс. Мы не то, что его вселенную воспроизводим, то есть мы на себе еще можем почувствовать, как был сотворен мир. Все его вот принципиальные устройства души, да, с эволюцией, мы можем
Вот как ребенок, да, он в утробе проходит всю эволюцию, по сути. То есть сначала из неосознанного в осознанный. Его кто встречает? Родители. Родители функции Бога несут, ангелов. И они ведут, они приводят ребенка в самоосознанное состояние. А чтобы они его привели, для этого им вот и нужно осознание вот этого ас. Они должны быть культурными, они должны быть, не давать, они должны сами вести здоровый образ жизни, не пить, не курить. А посмотрите, что происходит, как безответственные отцы около грудных своих детей курят. Это безответственность. Так кого они могут в осознанность привести? И вот это у нас происходит. А это из-за потери культуры и знания, которые наша культура несет. Понимаете, что происходит? А потом эти слабые люди нам говорят, что зачем нам, какая разница, какой религии, и т.д. и т.п. Вы о чем говорите? И вы говорите нам, какие мы боги. Вот из-за такого суждения, рассуждения, вот мы потеряли в себе вот это понимание богоподобности. Кому нужны боги? Нужны бараны, чтобы ими управлять. Конечно, какие мы боги. Тогда, конечно, да, все, какие мы боги, это. Вот и результат. И вы думаете, что культура это что-то старое, древнее, нету смысла. Понимаете, что происходит? А все из-за чего? Из-за подмены. Сегодня торгаши, деньги, когда уравняются деньги. Вот и все беды. Пока мы не вернем культуру, знания, ничего не ждите. Народа не будет. И будем мы в чьих-то шизофренических интересах за голову чью-то идти и отдавать жизни. Вот что я вам скажу. Чисто мое мнение, убежденное. Даже что хотите, то и думайте. Я никого не заставляю. Но это правда. Все, что я говорю, никто вам не скажет. Есть люди, да, но они рядом со мной, они поддерживают меня. Очень умные, золотые люди, астины. Просто они не публичные, в отличие. Должен же кто-то говорить. Вот я, считайте, от их имени говорю. А их большинство. И вот когда по сути своей мы на себе ощущаем все, вот начиная от того, как человек половину свою встречает, искра возникает. И все вот эти чувства, которые человек на себе ощущает, это есть, вот как я сказал, по сути, как вот ответ на вопрос, как сотворение мира. И дети всю эволюцию, просто они в отличие от бывших рас цивилизаций, они не имели тоже неосознанные, другие кто-то так не понял. Ну, в общем, это долгое формирование, в общем, рас, цивилизации, души человека. Это сложное на самом деле процессы. Понимаете? И они нам нужны. Давайте, я знаю, что я уже запутался немного тоже в мыслях. Продолжу с того, что я сказал, что грубую ошибку делают те традиционалисты, которые в оправдании говорят, нет, мы не язычники, мы не многобожники, осетины не язычники. Во-первых, уясните раз и на осетин, это и есть аздан, язычник, воздан. Все, вопрос закрыт, богоподобный. То есть ты есть, а наш народ это, то есть отсюда идет многобожники. Но мы-то понимаем свою культуру, это уровень понимания, сознания, то, что наша культура несет, и кому это дано. А те, кто не понимает, зомбированы. Естественно, они не понимают.
Они далеки от этого понимания, что в каждом из нас есть Творец, мы есть Творцы этого мира. Они сами себя не понимают, кто они. Посмотрите на их, этих всяких там, дискутирующих, что они там несут, непонятно, что они несут там. Шизофрения. Взрослые дядьки оскорбляют, сами не поймут, что несут. Сами говорят, ничего не убавить, не прибавить, и в то же время спорят. Представляете, как не убавить? Тогда вы, по идее, по вашей логике, роботами должны быть. А наша культура, наш язык, и вот в чем и нартовский эпос. Вот кто-то говорит, там, есть же расшифровки разные, кто-то нартовский эпос расшифровывает как герой из нарских сказаний, как энергетические чакры, кто-то как создание меча, есть знание. А знаете, в чем его секрет? Вы же знаете, что одно полушарие в мозгу левое работает за воображение, другое за интеллект. И когда они гармонично развиваются, да, человек получает, самообразовывается, он же мыслит. Главный секрет в мышлении. А это энергия, это посыл. И вот как таблица Менделеева к нему пришла, вот ответ. Вот бывает же так, что ты думаешь, не можешь ответить на вопрос. А потом не думаешь, и в какой-то момент раз и ответ пришел. Вот это открывается третий глаз, по сути. Он у нас, я насколько знаю, есть этот третий глаз, он у нас деформировался, глубоко ушел. Шишковидная этот, железа, гипофиз. И здесь то же самое происходит. Это богатый язык, живой язык, язык символизма. И когда человек читает нартовский эпос, допустим, он воображает, он размышляет, идет мышление, это главное, это секрет. И ему открывается, он же думает потом. Он подключается типа информационного поля Земли. И ему приходят ответы какие-то. Даже может и в самом нартовском эпосе этого и не быть. Но секрет, понимаете, в чем тут дело? В мышлении. Человек думает своей головой. Чего нам не хватает сегодня? У нас нет такой площадки. И это беда многих адептов нашей культуры. Они друг от друга уходят, свои книги пишут, сами мнение имеют. Надо же вместе, на какой основе, чего, в живом общении, открыто, на доступном языке по-простому говорить. Вы же создаете книги для людей, еще и продаете им. Как это для посвященных? Кто вас определяет посвященный? Вы кто такой? А если вы, типа, вы несете знания, тогда будьте добры, справедливы, общайтесь с людьми, с такими же адептами культуры и доказывайте, обосновывайте. В хорошем смысле, не переходя на личности, потому что прежде всего нравственность, взаимоотношения – это главное. Там, где нет уважения, это главное, отношения людей. Поэтому и мы, это и есть счастье людей. Если они друг друга не, то что, зачем нам эти вопросы, где инопланетяне? Понимаете? Но каждый вопрос мы должны открыто обсуждать, не переходя рамки, субординацию туда-сюда. Понимаете? Но главное, что не хватает, это мышления, мыслительного процесса, вот площадки, где бы люди вот немного паузу возьму. Про какие усы?
Причем здесь усы? Спрашивали, почему вы их бреете. Какое кого дело, что я брею усы на себе? Не ношу и все, и дальше что? Мне так нравится. Какое кого дело, что я усы ношу или не ношу? Усы ношу я или не ношу, это не ваше дело. Не переходите на личности. То, что я на себе, на своем лице ношу, не ваше дело. Запомните это. Вы на себя посмотрите, вы как, что носите. Вот так одеваться начнитесь, потом будете со мной, говорит, мне советы давать. Надо нам традиционный стиль обратно начать на традиционный лад одеваться. Иначе мы потеряли образ. В любой стране есть свой, вот у арабов, в арабских странах свой есть, а у нас должен быть как и язык свой, как и культура, религия, так и одежда. И во всем должен отражаться наш дух, наша культура. Не имея образ, это говорит о том, что мы не знаем, кто мы такие. Большинство ходят в клетчатых рубашках, кепках. Вы что, в Америке, американцы, что ли? Это говорит о многом. Вы сами не знаете, кто вы, потерялись. Потому что любой стим, если знает свою историю, культуру, он будет стремиться принципиально одеваться по-своему. Надо нам массово это. Какие бабочки, галстуки, это все ошейники, это не наша культура. Многие, да, покупают рубашку национальную, но под европейскую заправляют. Это что такое? Это некрасиво. Или туфли одевают европейские. Это некрасиво. Традиционная рубашка должна закрывать зад. Она длинная. Вот как у мусульман длинная. Вот так примерно. Ну, не настолько, конечно. Ну, до колен где-то вот так. А у нас и тогда уже образ виден. Вот мой стиль, вот это надо внедрить. Можно. Единственное, то, чтобы я изменил, просто они не смогли сделать более тоньше. Ну, как получилось, и так и осталось. Просто более тоньше сделать такой изящный стиль, три пламени, отходящий от сердца. Вот здесь символ души аса, принципиальное устройство души. Кстати, заметьте, в самоназвании аса образуется, если два «с» сделать, четырехлучевой солярный символ, который проясняет, кто такой ас, богоподобный. Понимаете? Какие знания, что открылось, какая идея открылась свыше. Сергей, а волосы имеют значение. Главное во всем рамки знать. Как его, образ должен быть, приличный образ. Насчет усов, что мне не нравятся усы. И все, поэтому я брею. Я не вообще, не люблю я усы. Я так и носил, но специально было отращивал большие на канале. Но я просто не люблю я и все. А при чем здесь это? Зачем вы мне этот вопрос задаете?
Если вы имеете в виду, типа, предки носили. Предки, если я вам сейчас начну вам говорить, что они носили на лысой голове, допустим, чуб или одежду, вы же так не ходите. А вы мне зачем эти вопросы? Типа, что разве я культуру несу? Ну, опять-таки, это ни о чем не говорит. Сегодня другие времена, и усы ни о чем не говорят. Усы тебя, ну, не делают. Вот принципиально, ну. Агдау это не значит носить усы. Кто вам это сказал? Агдау это то понятие, которое прежде всего нам говорит о культе Ра, культ света, культура, культурный человек. Это понимание, кто ты, своего высшего я от Бога, ас, понятие осетин, воздан, аздан. Вот кто такой ас. Причем здесь усы? Усы это все в быту как-то сформировалось, традиционный такой, ну, лад. А так, ну, времена меняются, стили меняются. Я не говорю, я же не там, как сказать, не значит, что, ну, во всем нужна мера, мера. Ты узбек, это ты кому говоришь, узбек? Задаешь вопрос кому? Не, в данный момент я просто сегодня национальная тема. Это я просто чисто символический отдел, а так особо. У меня есть своя на аланский лад шапка, тоже три пламени. Вот как на моем логотипе. Где усы? Я вам уже сказал, где усы. Зафар, ты что, не понимаешь, ты опять этот вопрос задаешь? Я вам уже ответил. Не буду больше вам отвечать. Тимон, ты к русским хорошо относишься. Я как раз таки другие предыдущие свои эфиры посвятил русской и астинской культуре. Посмотри их обязательно. Лекции мои, что осетины и русский, астинский русский язык – это носители одной культуры в корне. Обязательно посмотри. Не посмотришь, многое не узнаешь. Наш язык только, вот смотри, хорошо, а мы говорим хорз. Везде хор, а хор что такое? Солнце. А в культуре ариев солнце это Бог-творец. Понял, да? Это тебе я даю повод, ссылку для того, чтобы ты уже понял, что у нас совсем другая культура, мировоззрение в корне. И даю тебе повод ее постичь, познать самому. Ну, так-то у меня есть, я обо всем говорю, можешь посмотреть, но у меня предназначение, чтобы просто довести до вас общую картину, из чего исходить, с чего начинать. И даю вам повод уже, это уже автоматически вы вместе с этим должны познавать там сами уже. А я вам вношу базу, то есть посознание, понимание, кто мы такие, асостины, корни, происхождение, что такое Бог в нашей интерпретации Хуцау, в отличительные от остальных. Как устроено было наш общественно, да, родовой строй, по Нартиаде, три нартовских рода, что там ценность, что там кто-то, то есть обозначил вам, как должно быть. Своя у нас была пирамида, свой дух единый, эгрегор, дух Вашкерги.
Голова, руки. Голова – это культура, руки – это войны, ноги – это общественно, то есть экономическое благосостояние. В общем и целом. И основа – это культура, база. То есть, а это физические упражнения, здоровый образ жизни, культура питания, вот отношение к друг другу, ценности, справедливость, честность. Вот эти шаблоны вечные истины. А дальше уже, то есть главное отношение людей, искренность друг к другу, открытость, достоинство от Бога. Это как закон, через который общество не может переступить, потому что это и законы приводят общество в порядок, и оно должно утверждаться народом. Тот, кто через него проходит, это есть нафатче. Есть закон фатчинов. Кто-то переходит, все, в этом обществе хаос. Никто не может обмануть другого. Вот потому что этот общественно-родовой верхушку отобрали культуру, обесценили. И торгаши сегодня правят всем. У всех ценности деньги. И за деньги многие готовы убить другого по любому приказу. И неважно. Это неправильно. Это не есть богоподобно. Это не есть Ахдау. Ахдау – это святое. Это все равно, что Иисус носи. Вот как культурный человек. Иисус же был, по сути, да, тот, кто культуру нес. Вот кто такие асы. И ты не можешь иметь достоинство, кто-то тобой управлять, говорить тебе, как собаке, иди, выполни тебе деньги. Какой ты тогда осетин? Если да, то ты обесцениваешь. Понимаете? Вот что мы потеряли. Понимание, что мы, кто мы. Асы богоподобные. Вот так-то, поэтому не оправдывайте свое. Вот кто нам говорит, что вы многобожники, язычники, вы отвечать начинаете, нет, мы не язычники. Это все равно, что сказать, нет, мы не осетины. Осетины это и есть аздан, язычник, воздан, понимаете? А почему вы так говорите? Потому что в корне произошла подмена, начали искажать. То есть все, что связано было с этим словом, культурой, было дискредитировано. И сегодня то же самое происходит. Например, через фильм «Дух времени». С одной стороны говорят правду, что там много денег в это вкладывается, мировые организации. С другой, они дискредитируют, то бишь, христианство. Те же американцы, тогда как в Америке христианство, оно распространено. И манипуляция в том, что это специально делается. Что обе стороны дискредитируют корни нашей культуры, обесценивают солнце, то есть зодиакальный крест, типа это солнышко, а только Иисус, а те типа они думают, что, что Иисус на самом деле это солнце, зодиакальный крест. Типа хотят сказать, что солнце, Иисус это вообще не Бог, а это солнце, да? Типа природа. То бишь, понимаете в чем? Тогда как наша культура мировоззрения? Для ариев та философия была то, что нам несет квантовая физика сегодня. То есть то, что мы видим Солнце, допустим, вне себя, мир, на самом деле отражается в зрачке в виде экранчика, оно у нас внутри. То есть то, что мы видим, на самом деле это у нас внутри, мы в нем. Вот что такое раствориться в Боге. Понимаете, богоподобный. А проблема в том, что это иллюзия обмана, обман зрения.
Так этот мир наструктурирован, навнушен, нет уже материи, по сути говорят. Это в стабильной форме молекулы. А истина в том, что и обман зрения в том, что на самом деле то, что мы видим, это и есть мы, по сути. И разделяет нас только материя и своя индивидуальная эволюция сформированная, да, с эволюцией душа. А истина в том, что за пределами этого всего ничего нету. Пустота, пустыня, вечность, где нет начала, конца, нет времени. Начало появляется тогда, когда вот вы сейчас же явленный, появленный, есть, просто есть. Я есть, как в Евангелии, аз есть, Бог о себе говорит. То есть пока вы есть, я есть то, что я есть. И из ничего вы возникаете. Ваш Бог через вас, вот через материю Он проявляется. Понимаете? Вот какая истина. И вот отсюда и культура наша, как и квантовая физика, оттуда и происходит. Из абсолюта О, Ху, Цау. Возникает, из О возникает Ху, Цау. И никто, мало кто, особенно религиозный, там, кто в одной религии, в рамках, он не может другой ну, по-другому мыслить, потому что не допускает другую интерпретацию, другое описание сотворения мира, которое есть в других источниках и в наших культах, в живом виде представленное, что в культе три пирога, что в танцах, везде одни и те же истины. Даже и вне в рамок этого всего создания семьи и т.д. и т.п. Понимаете? Они не допускают. У них одни образы, им вот нарисованы и все. Сейчас я вот это заблокирую, кто это. Так, я заканчиваю. Вопросы есть? То есть, когда вы говорите, что мы не язычники, вы все равно, что говорите, вы не осетины и подписываетесь на то, что вы христиане автоматически. То есть, с точки зрения христианства вы начинаете. У нас тоже один Бог, а у нас, да, дело не в этом. Мы часть одного целого. Если и говорите, вы же еще понять должны, когда кто-то что-то говорит, что он под этим подразумевает. Может, он шизофреник, а может, вы сами не понимаете. Да, ну, как это понимать? Есть частица и то, что нас окружает, творение, да, природное, природа, это же высший, более высшие творения силы, да, духовные, природные царства. И я забыл сказать вот о духе времени. То есть видите, что они делают? Они хотят сказать, что, во-первых, внимание нас концентрирует на Иисусе, то бишь говорят, что Он только Бог, а на самом деле типа Он это знак Солнца. То есть смотрите, в чем обман, двойной, тройной. Всем хотят сказать, типа, уже точно, что только Он Бог. Люди это, то есть всех под... Но оказывается, это Солнце нас обманывает. И, естественно, они знают, что люди верующие, они будут возникать, ну, что как и так. В то же время они нам хотят сказать, что Солнце это просто солнышко. А дело в том, что все оно живое, имеет сознание. И Солнце есть Бог, и в нас есть этот Бог. Квантовая физика, механика. То есть они сами себя обманывают.
Потому что, как я сказал, все это внутри. Значит, то, что снаружи, и есть, и внутри есть Дух. Он и в солнце, в природе, и в тебе. И ты есть Иисус, по сути, ас, богоподобный. Понимаете, какая дискредитация и обман, манипуляция идет? Ну, это опять сугубо мое личное мнение. Можете думать, что сказочные сказки, это хотите слушайте, хотите нет. Мое знание, познание. Дальше думайте сами. Но в том, что я говорю, я точно для себя, я знаю. Поняли, в чем глобально это? И вы вечно чьей-то головой в итоге живете, но не своей. А дело в том, что наша культура как раз-таки не аполитизирована, потому что она в тени была всегда. Потому что мы ее пытались спасти в определенные времена. Потому что во времена Вов цензура была, кто бы сказал, что мы племена ариев, да, потому что мы против фашистов воевали, Гитлера. Поэтому, чтобы сохранить свои святилища, могли подкинуть, допустим, чтобы их не разрушил враг, могли туда крестик подкинуть, чтобы те, кто посмотрят, посмотрели, а это ж церковь нельзя трогать. Видите, как предки мудрые поступали, умные. Зато проходит время, кто-то смотрит крестик, а это значит христианство, да, какой-то религиозный этот фанатик. Вот так, вы же таких моментов не знаете, потому что историю не знаете многие. Моментов там. Нелли, ты любишь абхазов, ну, абхазцы нашими братьями вообще, ближе всего вообще говорят адыги, абхазы, абазины именно. Ну, так многие ДНК генеалогии по языку там есть параллели. Ну, со всеми так, плюс-минус. Так взять, ну, с русскими, конечно. Факт то, что с русскими, вот именно наш язык очень раскрывает, ну, наверное, чуть этот, но сосед Аланы, всем абхазцам большой привет. Просто я сам не общался никогда. Так, если лично, то никогда. Я просто по отзывам за Осетин знаю, что всегда, ну, абхазцы считались братскими. Ну и сейчас тоже многие с чеченцами сильно в это время. Просто нас разделила политика, войны туда-сюда и разделили. Разделяй, властвуй и да здравствуй. Кто нас разделял? Разделили на религии. Представить только, одних только свидетелей Иеговы, то есть евангелисты, да, 15 тысяч семей. Разделили нас, разделяют на мусульман, на этих, туда-сюда, и короче. А так я вам говорю, даже вот возьмите Ингушей, это смесь осетин с чеченцами. Ну, есть там и дагестанцы, но вот такая гремучая смесь. И у самих чеченцев тоже нашей крови. Посмотрите, многие, вот смотришь, реально, ну, на осетин похожи. Единственное, что отличает нас, то, что у нас светлых очень много, голубоглазых. Я знаю, что вот чеченцев смотришь, вот я сам зеленоглазый, просто тут в тени не видно. Серые, зеленые глаза такие. И у нас очень, особенно вот в Чикале, я знаю, много рыжих, и у чеченцев тоже. Вот смотришь иногда, как будто это наши.
А почему? Потому что, ну, единственное отличительно, они очень сильно бороду отпускают. У нас не все так ходят. Ну, я всегда отпускаю. И, а почему? Потому что среди них много алан ассимилировались. И в них наша кровь на самом деле. Они этого не догоняют. И, ну, многие не хотят признавать, я понимаю, гордый народ, достойный. Ну, по ДНК вот то, что когда они говорят Г2, там, у Алан тоже Г2, это осети, Аланы осетины, это культура. И вот то, о чем я о культуре единой говорю, кавказской, аской, Кауказ. Гау это на астинском село, поселение. Страна асов. Кавказ, Россия, Асия, Рохс, светлые. Русские оттуда и происходит, этнонимы. Это распространенная культура была. И у чеченцев тоже был бог Дели, пантеон. Все было, пока арабизация туда-сюда. И у них вот, у чеченцев очень тоже, я заметил, вот смотришь наши, просто они на войнахском, они, конечно, гордые будут говорить, что от войнахов там произошли. Ну, конечно, это прежде всего войнахская среда. Но их, вот насколько я знаю, от своих историков, официальных археологов, что их история, она за рамках Аргуна была. А до этого это все, ну, Осетия. Раньше и вовсе, наверное, у нас и о территориях просто были наиболее умные, влиятельные люди. И вот потому что, опять не хочу не принизить ничего достоинства, но факт доказательства, что именно осетины, носители сословия, вот все же говорят, мы нарты на Кавказе, то есть все нарты. Однако он у нас в быту и флаг это нартский, и белый флаг на этом флаге это нартовский род посвященных, Алагата. Все равно, что те, кого вы сегодня называете верхушкой мирового там, масоны, мормоны, от слова мармон. Ну, это я уже, можете сказать, чтоб не этот фантазирую. Мармон, марунмон. Но мы носители вот этого, наследники, носители этого языка, символизма и культуры, именно осетины, не чеченцы. Они просто в этот... Была у него культура, верхушка, и все были часть этой культуры. Кобанская, Майкопская, вот вся Русь, она тоже... Все вот, посмотрите на славян, все эти солярные символы. Это все одна культура была. И язык, посмотрели у чеченцев инструмент музыкальный, течик пандур, у нас дала фандур, какая разница? Просто буква ПФ и все. У дагестанцев пандура, у нас фандур, разницы нету, понимаете? Разница началась, когда вот Чингисхан, ну, тюрки вот эти все, хромой Тимур и косоглазый, все нас вообще. А вот те, кто русские, моя аудитория, посмотрите мои предыдущие эфиры о единой культуре России, то есть языка русских, осетин, вот носителей какой культуры, и вы откроете глаза на многие вещи, поймете, кто в корне ваш. Нет друг, кто подменял, или, ну, наша вина прежде всего, или кто, ну, в общем, разберетесь, если Всевышний даст, поймете. Ну и вообще с чеченцами у нас, в общем, и там аланы, ну, многие ассимилировались, и у них река Асса тоже о многом говорит, и так далее. А сам Вайнахи из Нахичевана, Нахчи, то есть одно из, насколько я знаю, их
То есть формирование каждого народа, оно из разных племен было. Но что я знаю, что вот с Нахичевана, отсюда и Нахчи происходит. Потому что Нохчи, если бы они потомки типа Ноя были, тогда они бы сохранили и ивритский язык, и Тору, вот священное писание. Но нижний еврей или кто, понимаете? Я в них ничего... Может, смесь есть какая-то, да, элемент. Там же надо это грамотно, ну, рассматривать все это на таком уровне, а не от себятины. Я не хочу я просто то, что я через призму культуры языка на все смотрю. Я на это на многие вещи открывает правду. А ингуши, они что, от них отделились. Вот ингушей история именно тогда началась. Отделились, присоединились к нам. В принципе, наверное, особо этого не было. Просто раньше добрососедство было, и как бы вопроса, думаю, не было. За земли ничего, вот с нами и с нами. А потом вот такое случилось, и вдруг стали ненавистны друг другу. Вот что и происходит сегодня. А так, может, даже и ингуши, я же сказал, вот, по крайней мере, ДНК-генеалог, я знаю, что он говорит, что это смесь осетинцев и чеченцами. Плюс там дагестанцы, конечно, их фамилии, ну, из других, а так в корне, кто говорит, они из самой Персии, из Индии пришли. В общем, вот так. Поэтому, когда ингуши говорите, мы потомки Алан, всегда не забывайте говорить осетин. Надо вещи называть своими именами, будьте справедливы. Я не за всех опять, за народ говорю, а вот именно про тех, кто типа Бузуртанов, там, кто там еще. А этому Абу Кавказцу передайте, что за свои, он же там про религию говорил. Он же типа религиозный такой, мусульманин. И скажите ему, что за свое оскорбление, он же там умничает, типа там, если в процентном отношении ты что-то не сделал, типа, то ты уже не мусульманин, 99%. Вот передайте ему, вот как ты выразился, да, к нашему народу. Вот все, что ты на канале там много болтал, вообще, во-первых, все твое вот это просто, ну, ничего. И за свое ты вот, как выразился, ты ответишь. Найдется тебе такой осетин настоящий, который тебе это напомнит, как ты выразился. И те, кто выражаются, я не хочу просто наше самоназвание святое вслух произносить, как он произнес, да, нецензурно выражаясь. Но твоего грязного языка, это слово вообще ты не вслух произносить святое наше имя. Никто. Это все равно, что сказать, как я сказал предыдущим, как и Иисус. Ну, для кого-то Иисус это святое, да? Вот наше самоназвание, оно имеет святой статус. И ты, такие как ты, так выражаешь, что типа ты такие религиозный мусульманин. Никакой ты не мусульманин. В тебе нет достоинства и чести, потому что ты за народ сказал. И ты ответишь все. А насчет истории, ваша история, еще раз повторяю, я не буду повторять, на эту тему у меня есть ДНК, генеалогия, все есть. Мы знаем, кто мы есть.
А вот ты такие, как ты, ваша история тоже ясна давным-давно. Ну, ты провокатор. Поэтому вещать там со своей, к туркам убегают там, да умничают. За народ, кто такое говорит, это никакого отношения к религии не имеет, запомните. Я не мусульманин, хотя мне не чужды, естественно, истины. Я знаю, что эту фразу я запомнил, что как пророк Мухаммед сказал, что я пришел, чтобы нравственность довести до совершенства. И вот как тот выражается, вот этот Абу Кавказец, кто он, не знаю, как его и настоящее имя, но как он выразился, никакой нравственности я там вообще не вижу. И за свое вот рано или поздно, ну, осетины, наверное, его смотрели вот в эфире. Я его вообще не смотрю. Потому просто он на ленту попался, и там осетины. Там, я думаю, что он говорит на интерес. Промотал и смотрю, что он. Точно так же мне не интересны все эти вот типа блогеров. Я уже, ну, я понимаю, что они лишь верхушка айсберга, и за ним специально стоят те, кто поддерживает это. И, скорее всего, это сами не ингуши. Кто что хочет, я убежден, что за ними стоят не, вот, например, Плату, да, за ним не ингуши. Потому что если бы он невыгоден был, его бы уже давно убрали. Значит, за ним кто-то, кто кому-то это выгодно. Вот и думайте сами. Лично просто мое, как можете думать, что это сказочное мнение, но мое мнение. Поэтому мне этот человек не интересен. Надо знать, кто его курирует, кто за ним стоит. А мы их не знаем, поэтому ну их к черту вообще. Не хочу ни с кем не связываться вообще. Они для меня никто. Но вот за то, что оскорбление, да, вот этот, как может таким языком выражаться и о религии вообще говорить? Я вот это не понимаю. Они сами себя выдают, что они сами же черти. Вот как они выражаются, сами же выдают, что они кто они такие. Зачем им, о какой истинах они говорят. Человек достойный никогда так не будет выражаться. И это тоже вам многим осетинам факт, как видите, как акцент делают на осетин мусульман. Если вы осетины мусульмане, да, как ты относишься к осетинам мусульманам? А как, да, как? И вот он выразился о нашем народе, а потом, типа, пока они, да, наши дома не отдадут, вот я буду к ним, ну, такое отношение, ну. Во-вторых, да, они должны признать, что мы, да, цыганские евреи. Представляете? Ну, об этом много раз говорил. Никто их не выгонял, они сами ушли, еще и напали. Вот и все, мы их не выгоняли. А те, кто сами уходят и нападают, ну, сами думайте, как относиться. И еще мы виноваты. И еще этот будет что-то там много болтать. И еще оскорбляет народ. Вот вам и мусульмане. Хотя опять, я уважаю все религии, и ислам, каждому свое. Дело тут не в исламе, но вот, видите как. А история, что? А какой ирландская? Ирландская история, она формировалась из племен скифы, сарматы, родственные арийские племена. Арии это кто такие?
Это культура, мировоззрение. Вот мы носители ее, вот я перед вами. У ингушей своя история. Это история войнахов. Хоть и параллели тоже были, ну, аланы, там, контакт, да, сюда, но их история, вот когда они отделились от чеченцев, вот тогда их история, она недавно началась. О какой древней истории там они говорят? И вот это я не могу понять. Более того, как я сказал, если они аланы говорят, если смесь есть, то это же осетины. Значит, они полуосетины, получеченцы, полудагестанцы, полу... О какой такой истории говорят? А насчет цыганских евреев мы же доказали. Сами же, вот есть историк, как его, Кодзоев, кто я забыл. Вот сам они доказывают, что фамилии их пришли из Индии, Сиккима. И пришли сюда искать земли. Сами же говорят. А иранские, вот те, кто много болтает, конечно, ничего не знает. Но мы же миллион раз говорил. Иран, когда вы говорите мы с Ирана, Иран был за огромной территорией занимал. И вот от Кавказа до нынешнего Ирана, Индии, это все была одна ария, культура ария, Чудовой Асии, то есть культура всех ариев, распространение. Где Иран? Оттуда начинается или оттуда? Как мы пришли, цыгане, еще и цыгане. А вот тот, кто так говорит, он как раз таки пришлый цыганин. И вот он как раз таки ушлый цыганин. Что пришли, что и ушли. Разницы нету. Кочевник. Что здесь им не нравится, что от чеченцев ушли к нам, от нас ушли, потом с грузинами теперь начали. Что это такое? Колобок, что ли? Я от бабушки ушел, я от девы. Вы уже определитесь. Поэтому никто никого не выгонял. И эти тупые, необоснованные мифы. Ингуши, не слушайте этих дураков, которые лапшу на вас вешают. Типа мы иранцы пришли, типа мы земли у вас отобрали. Не слушайте этих дураков. Они с контекста вырывают полного и дурачат вас, чтобы мы стравились друг друга. Это все. Да, короче, ты зря эту тему, наверное. Ну, напомнил что-то, а вспомнил. Давайте без оскорблений. Как минимум, если вы это прямо вот в лицо не можете сказать, тут не пишите. Так любой может написать, оставьте. В любой религии говорится, уважайте друг друга. Да, вот я же не... У меня вот прямо передо мной же не проповедь какая-то есть. А что меня сдерживает не оскорблять тех, кто меня оскорбляет? Я же тоже могу. Вот это и есть внутреннее понимание, достоинства. Вот это есть от Бога, асса. Понятие, воздан. Аздан, воздан, аздан, осетин. Поняли? Религия в нашем сердце, а это есть храм. Вот суть аса. И сегодня я вам поведал, что из себя представляют наши танцы, где вот с центра сотворения мира из абсолюта возникает ху цао, вот хэ буква, крест. А вот солярный символ, вот символика вся. И ты это святое в себе несешь, это достоинство, оно как стержень, основа. Осознание своего высшего я от Бога. Ас, понятие ас. А есть материальная природа, дух, душа и тело, как бы, ну еще 7 тонких тел. Вот это несет солярный символ. И вот ты это понимаешь через свою культуру, через танец, в себе несешь как стержень, база.
И ты это несешь с гордостью. И ты есть Воздан, Аздан, Осетин. Зарубили его. И это все отражается вот такой осанки. Человек, все, он вот так. Даже в стойке, в танце вся наша культура отображена. Это должно быть на бытовом уровне. То есть ходить тоже, значит, надо, не вот как многие ходят там, растопыренные, как будто они в это, и ведут себя соответственно, вседозволенность, нет культуры питания, мусорят. То есть они потеряли вот это понятие. А вседозволенность порождает хаос и разрушение, деградацию, и все. Зато более сильные, которые у них это есть, они в борьбе за будущее, за наследие, за землю, они потихоньку, даже без войны, могут и оккупировать еще что угодно. А мы что физически, что и духовно будем деградировать. Может, не сейчас, а уже через некоторые поколения. Не в закпал не надзорунца, сатурса читалмацу ой назонца, сахапалта балай хасунца, сатурсата. Фалай назонца читалмасу. Ene ubonta bafarson, ну, берахати бафарсума, загумана орс ханха на трусай читалмацу. Матаканы, чистота. Видите, что, ну, насколько влияет вот слова. Вот где-то они почитали, да, моральная чистота. Мадзагун хорошо, а чистота в каком смысле чистота? В чем чистота? Видите, у них что в голове? Нет конкретики, они рассеяны. И некому им конкретику дать. Это может превратиться в ну, это беда. А каждый же цвет на флаге, он символизирует определенный строй в обществе. Да, культурное, что в этом строю главное, это культура, ахдау. Это база, основа, что нас приводит, зачем нам это надо, именно это нас приводит в порядок, где утверждаются одни истины, идет переосмысление. У нас сейчас время, когда должно идти переосмысление старых устоев. Для чего? И я вам это все рассказываю, это актуально сегодня. Никто вам это не будет рассказывать. Ну, я исхожу от базы. Большинство они уходят в расшифровки. Это да, ну интересно, но надо же в быту это все актуализировать, оживить. Это живое, а не символическое. Надо рассуждать так, не как делали наши предки, а для чего, зачем. Мы должны четко, мы не должны слепо идти по тому, чему не понимаем, не знаем. Это неправильно. Переосмысление, у нас должна сформироваться своя голова, независимо от чьей-либо головы. И тогда у нас свой путь будет. Тогда в Ашкерге он на своего коня сядет, и мы на мировой арене покажемся, потому что это дух наш, нашего народа. А для этого должны понять, что есть свой дух народа, голова, войны, все остальные, что в нем главное. А сейчас мы в хаосе, разные культуры какие-то, я хочу ту религию, эту религию, разные предубеждения. Советует мне этого мудрый этот Хаджи Мурат Гацалов раскрывать, как он мудро говорит. Ну и люди в хаосе. В чем мудрость, когда, представляете, помимо того, что 15 тысяч семей евангелистов, которые против этих, считают традиционалистов грешниками, и когда им 3 пирога говоришь, они плюют 3 раза вот так рукой, да, ну, типа это. Представляете себе, на себя так говорит. А язычники, грешники. Они даже не знают, что язычники это есть Аздан, Ваздан, Осетин. Представляете? 15 тысяч семей. Ходячие, зомбированные, которые, ну, опасные, ну, на самом деле. Если они так распространяют, это я не
Представляете, это мне просто, это не я, это вот, я с ними тоже сталкивался со школьных времен, еще мне знакомые, они же разговаривали с ними. И они вот такие вещи говорят, типа, три пирога молитесь, это типа нам, представляете? А Гацалов Хаджимурат, которого многие считают мудрейшим там на Кавказе сегодня, ну, начал факт, что водку пьют, и теперь, о, как он говорит, ничего, мудрый. Хорошо, как может советовать мудрый человек? Представляете, у нас своя история, культура, он говорит, советую не мусульманкам выходить за не мусульманина. То есть за мусульманина, а не за традиционалиста. Понимаете, что он делает? Одним словом, ну, лично для меня, все, что человек говорил, он убил вообще. Все, вот перечеркнул. Это получается, даже если люди, вот у них искра возникла, чувство любви, да, это Всевышним послано, чтобы люди постигли наоборот Бога. В нем истина, в нем мудрость, чтобы они создали семью. А тут он советует, и еще если семья, если мусульмане, то человек как рассуждает? Если я так пойду против за традиционалиста, то получается против семьи. Сразу слова Хаджимурата Гацалова, это будет неправильно, и все. Да и в принципе традиционалист это неправильно. Выходят за там, неважно кого, араба там, не, ну, мусульманина. Рожают детей, и у них то же самое будут рассуждать, типа, а это традиционные, они неправильные. Вот и итог. В чем мудрость? В итоге, вместо того, чтобы изучать наш древнейший сакральный язык, в ком заложены знания, это наше, это мы, это наши корни. Даже когда мы говорим автоматически ты говоришь, я богоподобный. Азрайстон Чидардин, это еще значит еще что-то принимать. Но если принципиально, ты уже в достатке, ты сам есть богоподобный. Это другая интерпретация. Как ты еще можешь? Все равно, что араб начнет осетинскую изучать язык, культуру, начнет вместо намаза стоя. Омен там, нету такого. Представляете, что происходит? И вот вся ваша мудрость, которую вы мне говорите. Мудрый человек. К сожалению, больше всего это статус, сегодня это как, ну, потому что в обществе это востребовано, особенно там. Поэтому, ну, не хочу не принизить ничего достоинства, не, это вина всех нас, общества, учитывая политические моменты, к сожалению, вот чем так. Вот именно почему традиции плохо. Потому что так сказали, так решили, самоопределили, встали между мной и Богом, и мне определение дают, как что правильно делать, куда мне что делать. Вот все, вот поэтому плохо. Понимаете, в чем дело? К сожалению, на мой взгляд, сегодня не хватает думать своей головой, размышлять. А большинство живут чьими-то шаблонами в голову, вбитыми, потому что, а это уже опять другая тема, это экранизация нартовского эпоса. Мы должны создать свои, воссоздать, то есть они у нас есть. Образы влияют на формирование личности, и через создание образов, через экранизацию нартовского эпоса, вот это сейчас самое, вот такая, если кто-то хочет, есть богатые осетины, если меня кто-то слушает, или есть возможность, знает кого-то, соберитесь, сделайте, что мы должны экранизировать. Поставьте меня,
главным художником, я знаю, как из чего исходить, исходя из антропологии, культуры, то есть это труд, это не просто так воссоздать тоже образ. Ну, я и так мы вот поднялись с Черменом Кочей, в один умный осетин нашелся, но все закончилось на том, что нет там художников. Ну, есть, но что-то там тормозили, деньги кто-то хочет, еще что-то там. Еще. Большинство во благо народа даже для себя не хотят посвятить, в общем, для своего будущего оставить имя. Не хотят. Мультипликаторов нету что-то. В общем, деньги много нужны. А это тоже база, основа. Именно это сегодня популярно. Игровая индустрия, комиксы. В общем, а это надо, в общем, самая вот точка. Можно создать платформу, этот, мониторить, приобщить народ и через образы, возможно, привлечь внимание народ, там, заинтересовать. И такой процесс. В общем, я знаю, как надо. Вы все пишите мне. Я вам посоветую, как лучше, как хорошо. Это стопроцентный результат будет, поверьте мне. У меня единственный минус, единственный, что у меня денег нету, хотя я фонд открыл благотворительный. Главное, есть материал, я вам для наследия оставил. Единственное, вам зал надо найти, присматривать, и организационные вопросы. Денег нету, поддержки нету, единственный минус. А так бы я вас уверяю, я бы уже давным-давно кого надо, там, мы бы что-то сотворили. А потом, в общем, ну, короче, у меня проблем нету никаких. Я вас уверяю, только если у нас будет, то мы стопроцентно. Вот Григорий, куда копейку отправить. Благодарю, конечно. Ну, сразу скажу, что сейчас на данный момент, я вот сказал, буду разыгрывать, как в прошлый раз, картину свою. Среди тех, кто мне на счет присылает. Эти деньги в основном, ну, на материал уходят. Просто чисто от сердца, кто считает. Благотворительный фонд талантского наследия. Просто. Но эти копейки, они особо вот на мои цели, они, ну, вот на такие глобальные экранизации нарта, это уже миллионы нужны. А так, если хотите поддержать, в описании канала вот есть номер. В соцсетях везде, в этом предыдущих эфирах я указал номер. Поэтому, а так, ну, короче, все те, кто у меня аудитория осетины знают своих, подумайте над тем как-то вот. Во-вторых, да, надо нам активистов побольше, сеть свои, каждый вместе мы сила. Это возможность тоже и свою аудиторию собирать, и сами ведите свой блог о культуре, приобщайте народ. И только вместе мы сможем. Мы сегодня старше этого народа. Не возлагайте свои надежды и ответственность на тех, кого привыкли постоянно, штурнихас туда-сюда. Они, ну, нету их, они чисто символические. Что-то делают для галочки, но я же вижу, в общей массе из года в год я ничего. Это от нас зависит, от людей, от родителей, от себя нужно начинать, а не происходит. Поэтому мы с себя должны начинать. И вот как раз таки вот эта тема осознания вот ас, это вот именно. Пора
Есть стадии взросления, и у народа тоже. Пора выделиться из общей массы активным людям, кто понимает, ибо это автоматически становится как дискредитация, издевательство. Мы просто впустую что-то говорим, а в общей массе, ну ничего. Почему родитель любой, стадион Марбацауга, Сабон на Фаудзору, Ирон Аудзор это? Почему вы на тренировке, я постоянно говорю им, постоянно, вы на тренировке для чего ходите? Для здоровья. Почему вы эту химию кушаете? Кока-колу. Вы куда приходите? Вы на тренировке. И родители, вы для чего отдаете детей? Вы для здоровья же. Они, ну, и так мы вырождаемся, наш генофонд. Вы что? Какой амхоцфарс родиться? Какой файнакфарс? Раньше рождались со сплошными ребрами. У моего деда был родной брат сплошные ребра. Он грудной ребенок, когда был, он ведро с водой поднял, выпил, и соседи в шоке были. И хоть и дед старше него был, он его физически мог так ударить, что он... Вот что такие были. А сейчас что происходит? Где принципиально? Надо о здоровье думать. Это что такое? Это же вам не эти игрушки какие-то, дети. Так, если будем относиться, о каком будущем? Мы с себя должны начать. Какой стурнихаз? Да пошли все. Они что ли, или что решают наши? У них, ну, что-то они делают, ну, почему-то их винят всегда. Или они ничего не делают. А мы кто? Пора нам ответственность на себя брать и действовать. Это что такое? Ладно, благодарю за внимание. Кто не смотрел, еще раз сначала посмотрите. Стагай стак мазардей зардама. Всем правильных дорог.